Всем привет, меня зовут Сатеев Илжас, я SEO и основатель группы компаний Царка. Здесь уникальность конференции заключается в том, что ее делают не какие-то там ивент-организаторы, да, все это делается нашими собственными руками, нашими собственными сотрудниками, которые за уже там 6-9 месяцев начинают проектировать там полигон, начинают проектировать таски, начинают проектировать программу и все и прочее. Конференция сделана хакерами для хакеров, да, там безопасниками для безопасников, специалистами по кибербезопасности для других же специалистов. Мы очень, наверное, относимся ревностно к этой конференции, то есть нам важны вот эти все мелкие детали, нам важно, чтобы на этой конференции комфортно себя чувствовали, да, зачастую не всякие там топы, да, там руководители и прочее, а чтобы пришел специалист, да, там студент, который обучается на кибербезопасности, либо там начинающий какой-то там этичный хакер, чтобы он здесь почувствовал себя комфортно, да, чтобы он здесь мог прокачаться, найти общих друзей и прочее. И на самом деле, то есть поэтому мы видим взрывной рост. То есть когда мы начинали с небольших конференций, там по 200 человек, а сейчас у нас уже за 3 дня там посещаемость более 6 тысяч человек. То есть это говорит на самом деле о многом. И для нас очень важно конференцию держать бесплатной. Когда мы видим очень много ивентов в Казахстане происходят платными, но мы держимся, то есть здесь мы не используем никакие государственные деньги, наши частные инвестиции, плюс нам очень хорошо помогают наши любимые спонсоры. Вместе с этой конференцией мы как раз пушим кибербезопасность не только в Казахстане уже, да, а во всем регионе. Всем привет, меня зовут Янлек Сатеева, я являюсь главным организатором конференции Казахстан. Чем я занимаюсь? Я руковожу целом организацией конференции. В мой скоп задач входит огромное количество направлений. Маркетинг, это отдельно СМИ есть, это отдельно есть видеоконтент. Разные виды контента. Вот тебе нужно быть сверху этого всего, чтобы в моменте можно было подойти в любое направление и оказать помощь. Мое основное, на котором я фокусируюсь, это партнеры. Это спонсоры. Также я делаю полностью разделяю финансирование конференции, куда какие расходы садятся, зачем, для чего, почему, сколько это стоит и все остальное. То есть, операционка, в общем, тоже входит в мой скоп задач конференции. Что же такое Казахстан? Казахстан — это крупнейшая хакерская конференция в Центральной Азии, которая собирает у себя около 5000 посетителей. У нас проводятся самые масштабные и самые важные хакерские соревнования в Центральной Азии. Также у нас участвует более 70 лучших спикеров по всему миру, а также самых крутейших хакеров. Также у нас имеется ретро-зона. Все мы любим какие-то олдскульные машинки, аркадники и так далее. Все мы любим соревноваться в этих играх. Поэтому мы и создали такую ретро-зону, максимально постарались ее продумать. Например, в этом году у нас Virtual Intelligence, и поэтому у нас имеются VR-зоны, AI-зоны, например, фотобудка имеется с AI Integrated. Есть еще у нас VR-зона, это зона, на которой стоит VR-артист, и в VR рисует наши логотипы, нашего баттера. Ну и также, конечно же, наша основная миссия и цель Казахстана — это популяризировать ИБ и также взращивать поколение киберзащитников. Всем привет, меня зовут Данил Тлепов. Я являюсь одним из главных организаторов конференции Казахстан. Основной зоной ответственности на конференции у меня является главная сцена. Соответственно, я режиссирую сразу несколько очень важных групп людей. Это видеоинженер, это звукоинженер, лазероинженер, светоинженер, топпер, диджей. Прямая трансляция, большая команда на пультовой, чтобы картинка на главной сцене, на дополнительных экранах, все освещение зала, полигона, чтобы все было красиво, чтобы все было правильно выстроено. Меня зовут Бекарус, у меня зона ответственности по Government Relations, то есть, условно говоря, я ответственен за приглашение и взаимодействие с государственными органами Казахстана и государственными органами чужих государств. В этом году один из главных тем — это создание общего CERT, то есть CERT — это Computer Emergency Response Team, который будет реагировать на киберинциденты в рамках области, да, то есть территории ОТГ. И мы сейчас хотим продвигать именно инициативу создания такого общего сока. Я Игорь Синюшин, я руководитель отдела R&D Царка. На КФС я отвечаю за соревнования CyberCombes, за коммуникацию с командами Blue Team и Red Team, а также за полигон, который имитирует городскую инфраструктуру и которые будут пытаться взломать команды Red Team и обнаружить атаки Red Team команд
Blue Team команды. Привет, меня зовут Кристина, я занимаюсь пультовой зоной, режиссирую полностью весь свет, звук, видеоконтент на обоих экранах. Из интересного, например, обработка недопустимых событий, которые возникают, когда команда хакеров на CyberCombes взломала какой-то из объектов. Разница в том случае, когда этот взлом происходит в момент, когда спикер на сцене, или в момент, когда на сцене никого нет. Когда спикер на сцене, так называемый тихий режим, когда мы, не прерывая спикера, просто очень аккуратно на боковом экране где-то лазерами подсветили, что вот такое-то произошло, но при этом, если вдруг у нас спикера нет, там очень громкое событие, сирены, лазеры, фокусы и прочее, очень громкое объявление ведущее. У нас вот команда, вы тут видели, их тут человек 20 бегает, они, собственно, всем этим занимаются, а я, по сути, контролирую, кто что в какой момент должен включить. Так, готовность, свет, звук. 3, 2, 1. Ехали. И очередное. Это команда Loading. Меня зовут Вернат, я являюсь одним из главных организаторов конференции Казахстан. Моя зона ответственности — это креативная составляющая. Как раз таки один из них — это мерч. Каждый год у нас новая лимитированная коллекция. Хочешь наш мерч, приходи на Казахстан. Меня зовут Иван, я тим-лид команды Red Team. Мы всей своей командой строим полигон. Строим полигон именно внутри Анфа, то есть это задачи на взлом, что нужно командам атакующим взломать, построение каких-то там векторов. В общем, мы создаем сложности для команд, чтобы они проходили до физического полигона и взламывали какие-то тактики. Всем привет! Меня зовут Аня, я являюсь HR-менеджером компании Царка. Это мой уже 3-й Казахстан в роли организатора. Мои задачки входят зона регистрации, зона волонтеров, питание сотрудников, волонтеров и много таких, знаете, мелких задачек, которые всплывают просто вот так вот на голову. Первый день это, конечно, самый загруз происходит в зоне регистрации, потому что большой поток людей, и всем нужно выдать бейджи, объяснить программу, расписание, зарегистрировать всех, показать, как это вообще делается. Приходят люди разных возрастов, поэтому нужно уметь с каждым наладить общение, показать вообще, где что находится. Вот, поэтому это было достаточно сложно, но мы справились с этим. Всем привет, меня зовут Дастан, и мы отвечаем за инфраструктуру. Как команды Blue Team, так и команды Red Team. Для команды Red Team мы организовали платформу. Это, в сущности, свои сервера, на которых размещаются виртуалки. На этих виртуалках задачи для команды Red Team. Совместно с командой Red Team мы организовали этот полигон. На этом полигоне размещаются эти задачки. Задачи, которые будут решать белые хакеры. Всем привет, я Аркиблан Антлиулин, и в Казахстане есть место, которое является, так сказать, моими владениями. Это сцена, я ведущий, и сегодня уже 2-й день Казахстана. Вчера был 1-й, мы начали помпезно, ярко, красиво, эффектно. Немного нервничали и переживали, но вот сегодня уже комфортней, понятней, публика четко знает, что мы для них приготовили. Спикеры взрывают, качают, а самое главное, много полезной и применимой информации. Я благодарю всю команду за то, что они создали все условия для того, чтобы сегодняшняя конференция состоялась. Казахстан 2024, мы в Алмате, и самое главное, очень много гостей из-за рубежа, которые прилетели к нам, дабы поддержать нас. Поэтому всей команде Царка и лично Ужас Ведлик большой рахмет, вы крутые. Приходите обязательно к нам на конференцию, давайте все познакомимся и станем поколением киберзащитников.